Вторые зимние международные спортивные игры «Дети Азии». В финальном матче встречаются команды Сибирского федерального округа и Уральского федерального округа. Прослушайте составы играющих сегодня команд. Сибирский федеральный округ. Мосейкин Егор, номер 1. Захар Агапов, номер 20. Всеволод Цивилев, номер 2. Арсений Козявин, номер 3. Иван Абсалямов, номер 4. Артем Пырин, номер 5. Максим Моисеев, номер 6. Владимир Корзин, номер 7. Андрей Завадский, номер 8. Матвей Витошкин, номер 9. Егор Бузев, номер 10. Тимофей Фролов, номер 11. Родион Казанцев, номер 12, капитан команды. Роман Фрас, номер 13. Кирилл Филимошкин, номер 14. Даниил Волков, номер 15. Клементий Щербак, номер 17. Егор Привалов, номер 18. Андрей Курьянов, номер 19. Никита Харитонов, номер 21. Никита Герб, номер 22. Главный тренер Сергей Холодилин. Тренер Александр Гольц. Состав команды Уральского федерального округа. Федор Кожин, номер 1. Сергей Соколкин, номер 25. Никита Полтавчук, номер 3. Артем Конюхов, номер 5. Андрей Мамай, номер 6. Михаил... Номер 23. Дмитрий Исаев, номер 24. Главный тренер Роман Кулевский. Тренер Константин Татарец.
Друзья, здравствуйте! Продолжаем следить за вторыми зимними международными спортивными играми под названием «Дети Азии», которые в эти дни проводятся в Кузбассе. Мы с вами в Новокузнецке, арена Кузнецких металлургов. И здесь сегодня завершается хоккейный турнир среди ребят до 16 лет. Позади уже групповой этап. Вчера команды провели полуфиналы. Чуть ранее сегодня состоялась игра за третье место. Но прямо сейчас, буквально через 5 минут, начнется решающая игра. Игра финальная. То, ради чего, разумеется, многие парни, которые приехали сюда и стремились. Но только две команды смогли такой чести удостоиться. И сегодня мы поговорим про противостояние команд, представляющих Уральский федеральный округ и Сибирский федеральный округ. Если так немного постараться детальнее чуть-чуть сказать о том, какие команды представлены в этих округах, то, разумеется, если мы говорим про Урал, то это команды вроде Автомобилиста, Металлурга и Челябинского Трактора, а вот в Сибирском, разумеется, Новосибирская Сибирь, вполне очевидно, и Омский Авангард. Вот команды прямо сейчас рубятся и в плей-офф континентальной хоккейной лиги, но сегодня молодые ребята, которые представляют эти команды, именно детские, юношеские, постараются взять золото здесь, в Новокузнецке. Разумеется, задача очень непростая, потому что соперник максимально серьезный. И накануне вот эти парни в белом Урал разгромили, просто разгромили Кузбасс со счетом 8-1. И самое главное, что буквально вот с самых первых смен было видно, что вот эти ребята настроены победить именно крупно. И вполне они могли забить и больше. Да, может быть, где-то по ходу периода второго были такие неувязочки, и местами команда ошибалась. Но, опять же, настолько велика разница в классе, что, наверное, даже это они вполне могли себе позволить. Что же касается другой команды, о которой мы сегодня будем с вами говорить, Сибирский федеральный округ. Вот эти ребята накануне смогли обыграть дальневосточников со счетом 4-1, то есть немного поскромнее. И сегодня они вышли в финал. На самом деле, если брать как раз первый полуфинал с участием вот этих ребят в голубом, то он был куда более упорным. И только в концовке, пожалуй, стало понятно, что, скорее всего, именно Сибирский округ выйдет в финал. Так и произошло. 9-1 у Урала, 4-1 у команды Сибирского федерального округа. И сегодня эти ребята сойдутся в решающем матче. С одной стороны, наверное, все-таки есть небольшое преимущество в классе у команды с Урала. Но не забывайте о том, какие клубы представлены в команде Сибирского округа. Это Авангард, это Сибирь, разумеется. Там тоже есть даже игроки сборной России, на минуточку, по этому возрасту. Поэтому в любом случае будет серьезная борьба, во всяком случае, если мы берем матч в целом. Но думаю, что все-таки именно вот эти ребята небольшими, но все же фаворитами сегодняшнего финала предстанут. По крайней мере, так кажется со стороны и на бумаге. На деле же хочется верить, что будет равная борьба от первой до последней секунды. Команды выстроились на синих линиях. Это значит, что впереди только гимн Российской Федерации, но после него и хоккей. Финальная игра этого турнира. Уважаемые дамы и господа, начинаем матч по хоккею среди команд первого дивизиона в рамках вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Дорогие друзья, приветствуем сборную команду Сибирского федерального округа. Приветствуем сборную команду Уральского федерального округа. Прошу всех встать. Приветствуем гимн Российской Федерации.
Спасибо. Мы начинаем. Гимн прозвучало, значит, впереди финальный матч этого турнира на вторых зимних международных спортивных играх «Дети Азии». Друзья, еще раз всем привет. Разумеется, надеюсь, что будет очень интересно играть, тем более, что соперники друг друга достойны. Это сборная Уральского федерального округа, состав которой прямо сейчас на ваших экранах. Здесь все без изменений по сравнению с полуфинальной игрой. Сергей Соколкин вновь играет в старте у этого коллектива. Ну и, соответственно, против этих парней Сибирский федеральный округ. Сегодня мы увидим тоже вполне привычный состав. Но я так понимаю, что в третьем звене, именно в тройке нападений, игрока не хватает. Поэтому кто-то, скорее всего, будет появляться в двух тройках нападения одновременно. Такое тоже в хоккее. Бывает это нормально. В старте вратарь Егор Масейкин. Именно он проводил матч и предыдущий. В этом плане тоже вполне очевидно. Ну и, разумеется, состав изучаем прямо сейчас. Команда Сергея Валерьевича Холодилина готова показать максимальное достойное сопротивление. Соперник серьезный. Поэтому здесь в любом случае необходимо с самых первых смен, с самых первых секунд выкладываться уже по полной программе. Ну и, разумеется, этому вратарю Сергею Соколкину тоже желаем хорошего выступления в сегодняшней игре. По другую сторону, да, как я уже говорил, Егор Масейкин. Первый номер у Масейкина, 25-й у Соколкина. Что касается первого звена, здесь все вполне очевидно у сборной Урала. Мурашев, Сокольский и Пимен, плюс Коваленко и Урычев. Ну а у сибирского Привалов, Курьянов, Щербань, а также Завадский и Витошников. Так что здесь прежде всего собраны лидеры Омского Авангарда и Новосибирской Сибири по 2007 году рождения. Итак, игра началась. Поехали. Первое вбрасывание за Сибирским округом остается. Опять же, будем, наверное, коротко говорить, что в белой форме сегодня играет Урал и в голубой Сибирь. Поэтому Урал против Сибири. Вот такое яркое противостояние нам сегодня с вами предстоит посмотреть. Пас через ближний борт в сторону нападающего Егора Привалова. Здесь уже потеря. Тут же перехват для игроков первого звена сборной Урала. И вот эти парни вчера были особенно активны именно в первом периоде. И как раз Сокольский стал автором дебютного гола в полуфинале. Дальний бросок защитника. На сей раз уже Иван Урычев приложился здорово, но шайба до ворот не дошла. Перехват, и все-таки игра высоко поднятая клюшка была, но это, скорее всего, не нарушение правил. Исаев, Гашилов и Коников, плюс Гамзаков и Мамай. Второе звено у ребят в белом, у сборной Урала. Соответственно, против этих парней будут появляться Коржик, Казанцев и Фраз, плюс Пырин и Моисеев. Вбрасывание в нейтральной зоне. И довольно уверенно в очередной раз точку здесь забирают парни в белом. Попытка броска от Исаева. Накануне был одним из лучших. Дмитрий в матче против сборной Кузбасса забил в первом периоде. Ну и поучаствовал в голе Гашилова ближе к концу второго отрезка. Проброс. Вот такое начало у нас. Уже две остановки, и одна из них связана именно с пробросом. Хотя вот если брать, скажем, матч полуфинальный с участием сборной Урала накануне, то там остановок было очень мало, и команды сыграли чрезвычайно быстрый матч. Если брать особенно первый период, то в сумме было 15 бросков по воротам. Но, пожалуй, если мы говорим про остановки, то, как правило, они связаны либо с нарушением правил, либо со взятием ворот, либо, скажем, с ситуацией, когда шайба просто вылетала за пределы площадки. В остальном, конечно, сейвов было очень мало. Но здесь мы видим, что сыграли буквально 69 секунд команды и уже 3 паузы в этой встрече. Активничает и звено номинально второе во главе с Родионом Казанцевым. Но эти парни уже поехали меняться, и тройка Харионова появляется на льду прямо сейчас. Довели шайбу до ворот, тоже неплохо для начала. Вот посмотрим и затем, какое звено появится сейчас на площадке. Видим Никиту Герба, видим и Никиту Харионова. Но посмотрим, кто будет третьим вместе с ними. Соответственно, Ковязин и Волков — это третья пара в обороне у сборной Сибири. Что касается Урала, то здесь Сысоев, Вахмянин и Степанов, плюс Полтавчук и Чернев. Вот как раз связка, особенно Сысоева и Вахмянина, была хороша вчера, но и Степанов тоже забивал. В принципе, разве что четвертая тройка чуть менее ярко себя проявила. Моменты были, но только в третьем периоде сумел свой балл получить Прохор Ашихмин за голевую передачу. Позиционная атака сборной Сибири. Гер вперед делает передачу. Вновь пас на синюю линию. Защитники постоянно стараются подключаться на этом уровне. Тем более, что где-то это разрешается. Есть брак, ничего страшного. Нужно учиться, нужно пытаться.
соответствует современным тенденциям, потому что сейчас все-таки защитники атакующего плана — это вполне логичное и нормальное явление. Попытка организовать позиционную атаку от звена Харионова увенчалась, может быть, не голом, но, по крайней мере, тем, что эти парни вновь доставили шайбу до чужого створа. И смотрим за повтором предыдущего эпизода. Пытался в ближний угол шайбы завести 21 номер, но как раз здесь Никите не хватило даже просто длины клюшки. То есть он вроде бы движение выполнил, но завести шайбу в угол не получилось. Появляется следующее звенья у хозяев номинальных. Будем говорить, что все-таки здесь хозяева — это сборная Сибири. Появляется тройка Гусев, Филимошкин и Фролов, плюс Цивилев и Абсалямов в линии защиты. Вторым вратарем сегодня заявлен Захар Агапов. Ну и что до Урала, то здесь Морозов, Расторгуев, Ашихмин, плюс Ивонин и Хабаров. Еще один вратарь заявки — это Федор Кожин. Но думаю, что сегодня появление вторых голкиперов — это маловероятное явление. Хотя вот, например, накануне, когда сборная Кузбасса крупно уступала, пришлось поменять вратаря. Но вот эти парни в белом даже и второго тоже пробили. Причем сделали это довольно быстро. Был довольно насыщенный групповой этап на этом турнире, который стартовал в 20-х числах февраля. Как вы знаете, здесь есть еще и второй дивизион, где играют сборные Кыргызстана, Узбекистана, которые проводили матчи и между собой. Были у них и товарищеские игры. Но, наверное, наибольший интерес здесь представляет именно противостояние сборных федеральных округов России. И как раз сегодня мы наблюдаем за сильнейшими командами, пожалуй, на этом турнире. Вновь перехват. Попытка войти в зону и через вброс. Вот, кстати, это любопытно, потому что вчера очень много индивидуальных действий было у сборной Урала. И самое главное, что, как правило, никто особо не мешал пробираться с контролем из своей зоны в чужую. Здесь особого контроля в чужой мы не видим. И только через вброс пытаются на старте этого матча войти в чужую зону ребята в белом. Был даже уже и проброс. Активничает Егор Мурашев. Тоже игрок сборной России. Как я уже говорил, хватает ребят, которые выступают за сборную по своему возрасту и в этой команде, и в другой. И более того, есть даже хоккеисты, которые в клубах своих выступают за команды на год старше, скажем, за 6-й год рождения. И я думаю, что по ситуации тоже об этом стараюсь вам рассказать. Видимо, что очень неплохое движение и давление показывают ребят в голубом. Роман Фрас, вашему вниманию. Как раз вот именно его тройка одна из самых активных в начале этого матча. Шайба вновь шла за ворота, но очень быстро выкрутил на пятак Роман. И сумел, по крайней мере, на сей раз уже доставить шайбу до ворот. Уроженец города Бердска. И тот же человек, который представляет омский «Авангард». Но не исключено, что, кстати, вот ребята, которые играют сейчас за Сибирь, со временем перейдут в «Авангард». Потому что в последние годы такая тенденция явно наблюдается. Отбрасываются ребят в голубом. Но пока основательных именно позиционных атак от Урала мы не видим. Вот первое звено Пимен. Назад Мурашев. Смещение, передача проходила, наверное, визуально. Но в действительности смогли игроки Сибири ее перехватить. Ответ по за спину. Бросок низом. Опасный момент. Еще одно добивание. Дважды подряд выручает голкипер Сергей Соколкин. Как будто даже просто оказались не готовы к такому началу. Ребята с Урала, несмотря даже на очень высокий уровень мастерства в этой команде, не стоит забывать о том, что их путь был очень легким. Ну, при всем уважении, реально очень легким к этому матчу, поскольку в группе они забивали чрезвычайно много. 9 шайб в ворота Сибирского округа, например. 7 шайб сборной Беларуси. И еще накануне 8 в ворота Кузбасса. Поэтому раз за разом был очень крупный перевес. Вот сегодня видим, что сборная Сибири постарается не допустить того провала, который был на групповом этапе. Но вот, скажем, в группе сборная Сибири обыграла Беларусь куда скромнее. 3-2. Поэтому вот эти результаты, наверное, и подтверждают, что, безусловно, у сборной Сибири хватает хороших ребят. Но все-таки пока у сборной Урала общей команды уровень мастерства повыше. И, разумеется, это должно рано или поздно сказаться. Но пока не сказывается, мягко говоря. И старт для Урала очень непростой. Перехват в своей зоне. Пас по борту. Здесь через закругление, но шайба не выходит. Помогает закрыть зону уже на сей раз Полтавчук, но продолжить атаку не получилось. Позади в этом матче почти 6 минут.
Пас вдоль борта. Степанов бросил шайбу дальше, но пока поддержки нет. И вроде бы поддавил немного Вахрянин. Вчера Андрей тоже здорово сыграл, забивал. Перехват Ивонина. И постепенно пытается он выйти с шайбой из зоны. Кстати, вышел, но только пока он ее потерял. Поддавливает постепенно Егор Привалов. Как раз именно он является лидером не только в клубе, в этой команде, но и в целом в сборной. Не просто играет там, а именно является лидером. Я думаю, что со временем, может быть, уже через год многие любители хоккея фамилию Привалова будут слышать довольно часто, потому что я подозреваю, что, скорее всего, уже в следующем сезоне, то есть ближайшей осенью, он будет играть в МХЛ за омских ястребов. Потому что как раз с ближайшей осени ребята 7-го года рождения по специальному разрешению могут играть на уровне МХЛ. Но параллельно продолжат играть и за школьные команды. Это будет последний уже выпускной сезон. Отбрасываются ребят с Уралом. Перехват Цивилева. Пас налево. Еще одна передача уже вдоль борта в чужую зону, но не успел доработать Привалов. Отвечают хоккеисты в белом. Перехват своевременный. И пас в центр. Вот именно через центр пытаются хоть как-то пробраться к воротам эти ребята. Но пока, как правило, все варианты для передач перекрыты. Перехват Морозова. Вчера он тоже старался не отставать от партнеров по команде. И довольно стабильно шел в обыгрыше. Обыгрывал соперников 1-1. Перехват тем временем. Момент для броска. Но шайба соскочила в последнюю секунду. И был прекрасный шанс у Владимира Корзина. Ответная атака, нет там вне игры, судя по реакции арбитров, нет. Хотя визуально где-то, наверное, можно было об этом подумать. Вновь перехват за воротами на сей раз. Пимен. Перевод на синюю. Дальний наброс. Шайба до вратаря дошла таки, да, действительно, и сумел забрать ее Егор Масейкин. Это финал, и правда, поддержка нужна тоже, правда. Я думаю, что вы, друзья, у своих телеэкранов тоже переживайте за этих ребят. Повтор дальнего наброса, и был рикошет. Вот в чем дело. Сначала казалось, что шайба даже не дойдет до вратаря, но в действительности пришлось непросто голкиперу сборной Сибири, однако он справился. Перехват в районе красной линии. Покатили вперед парни в белом. Пас за спину можно бросать. Есть бросок, по крайней мере, подготовленный уже, как мы видим, от Мурашева, но все-таки в нокблок. И судя по началу этого матча, многие и передачи, и броски в дальнейшем также будут перекрываться. Ответ парней в голубом. С неудобной. Ну, даже так неплохо, по крайней мере. Раз за разом мы видим, что вот эти ребята вынуждают соперников останавливать игру и забирать шайбу именно вратаря. Урычев что-то не поделил на сей раз с нападающим Казанцевым. Но вчера в первом периоде у Ивана Урычева было удаление. Как раз именно в большинстве, пожалуй, Кузбасс хоть как-то и пытался переломить тот матч. Но в целом, конечно, разрыв по классу и просто по действиям на льду был очень существенным. Здесь же команды сыграли примерно 8 минут. Выиграно вбрасывание ребятами в белом. Пас вдоль борта и пытается добавить ногами на сей раз нападающий сборной Урала. Не получается у Гашилова это сделать, но помогает ему Исаев. Конников тоже справа старается организовать давление. И, в принципе, это сработало. Вот вроде бы ничего сверхъестественного эти ребята не сделали, но один выдвинулся, другой помог, и все. В результате приходится банально отбрасываться. Сейчас у вас есть возможность покричать очень-очень-очень. Никита Хрионов, вашему вниманию. Я уже говорил, что прежде всего в этой команде собраны ребята, которые выступают за Авангард и Сибирь. Вот как раз Харионов на сегодняшний день в своей команде по 7-му году рождения является вторым бомбардиром вслед за Родионом Казанцевым. У него 29 баллов за 26 проведенных матчей. Достойные цифры, даже учитывая, что это детский уровень и, наверное, более привычные, куда внушительнее цифры. Скажем, если набирают 2 очка за игру в среднем, это вполне нормально. Но и так тоже достойно. Поэтому я думаю, что в любом случае некоторые ребята именно из этой команды будут играть и на уровне МХЛ в следующем сезоне. Да, есть ребята вроде Завадского,
и Привалова, которые уже играют за более старший возраст, за 6-й год. И прежде всего именно их появление, наверное, наиболее очевидно и читаемо. Но и те, кто выступает пока именно за свою команду, за 7-й год рождения, тоже, скорее всего, получат свой шанс, по крайней мере, на предсезонке. Ответ, бросок низом, реагирует вратарь. Шайба пока еще в игре. До конца периода примерно 11 минут. Вброс через борт. И пока четвертая тройка появляется нечасто сегодня. Это Гусев, Филимошкин и Фролов. Но сейчас смогли появиться и тоже давление организовали. Цивилев. Немного замешкался здесь защитник сборной Сибири. Однако сумел в последнюю секунду выйти победителем из этой ситуации. И вывел шайбу из зоны, более того. Пас направо, можно бросать в дальний угол. Метит на сей раз Привалов. И вот именно его броски с чистого льда, как правило, чрезвычайно опасны. Это броски и в касание, и с кистей. Запоминайте фамилию, потому что она вам в ближайшие годы, я думаю, что пригодится точно. И вопрос только один. Не было ли подставления? Вот на самом деле отсюда понять сложно. Не исключено, скажем так. Продолжается борьба в зоне сборной Урала. Курьянов поднимается на вершину третьим игроком. Здесь появляется численный перевес у его команды. И посмотрите, что он делает. Он обыгрывает на синий, обыгрывает-то успешно, но вот все-таки уже бросить в последний момент ему не дали. Хотя дриблинг был хороший. Пас на правый край. Подключение и дальнего нападающего, причем весьма успешно, учитывая вход в зону. Но необходимо продолжить борьбу. Потому что пока мы видим, что основательных позиционных атак у ребят в белом-то и нет. Вчера они к этому привыкли, многие вещи получались, причем у каждого звена, буквально в каждой второй, наверное, смене удавалось, ну, хотя бы организовывать опасные моменты, а то и голы, особенно в первом периоде. Но сейчас такого нет. Ух ты, из нейтральной зоны такой бросок от Коваленко. И в результате неприятным он получился для вратаря сборной Сибири. Даже такое бывает. Да, и правда, фокус красивый. Смотрим бросок из нейтральной зоны. Бам! Да, даже подпрыгнув плечом, все-таки отразил шайбу голкипер Масейкин. Любопытно. Вот, судя даже по траектории движения этой шайбы, был именно целенаправленный бросок поворотом, а не вброс шайбы в зону. Тем более, что мне показалось, что до красной линии бросавший игрок даже не добрался. Волков. Поддавили его здесь, причем только один человек это сделал, но это центр первого звена. Иван Сокольский, поэтому против него нужно играть гораздо осторожнее. Вновь обыгрывает Пимен. Это уже, вернее, прошу прощения, Мурашев. И именно он проходил. Но Пимен был близко. Во-вторых, вчера именно эти ребята смогли открыть счет голам своей команды в матче полуфинальном. Затем забивали уже Исаев и Степанов. После перерыва Вахмянин, Мурашев, Гашилов. И в третьем периоде Вахмянин вновь и Сокольский тоже вновь были претенденты и на хитрик. Но вчера этого не произошло. Пимен забрасывает шайбу в зону. Причем сам же вошел и сам отправил ее в сторону лицевого борта. Контроль есть, дальний бросок тоже вроде бы неплохой по исполнению, однако шайба не доходит до вратаря. И бросок Мамая был заблокирован. Быстрый вход в зону. Ногами дорабатывает здесь и Харионов, и Герб. Но я так понимаю, Роман Фрас появляется вместе с ними в звене третьем. Нападающий под 13-м номером. Да, так и есть. Еще один вброс. И пока, как правило, дальними бросками угрожают воротам Масейкина. Хотя пробить его так будет довольно сложно. Пас на правый край. Постепенно пытаются в позиционное наступление перейти ребята в белом. Тройка Гашилова на льду прямо сейчас. Еще один наброс, по крайней мере, попытка. Стремится Гашилов успеть к этой шайбе. И, в принципе, он преуспел. Помогают защитники, но все-таки в последний момент смогли такие ребята в голубом шайбу отвоевать. 7:45 до окончания первого периода. И я думаю, что даже вы видите, что очень мало пауз в этой игре. В начале, конечно, да, они возникали. Наверное, чуть чаще, чем, наверное, привычно для этого турнира. Но сейчас уже все-таки в более логичной, что ли, обстановке проходит игра. Без нарушения правил здесь Урал шайбу отобрал. Полтавчук скидывает шайбу назад. Тоже Полтавчук один из лидеров своей команды и один из самых талантливых
магнитогорских защитников, причем в полной мере, потому что и родился в Магнитогорске, и играет за родной «Металлург». Были у него матчи и за сборную Ю-16 на Кубке президентского спортивного клуба, который проходил в ноябре в Беларуси. Довольно традиционный турнир. В принципе, он является, как правило, если не первым, то вторым для сборной по этому возрасту. Именно вот как раз для этих ребят. Ну и смотрим за проходом 13-го номера. Пожалуй, самый острый момент удалось создать именно Мурашеву. И вчера, как я уже говорил, проходы были вполне обычным явлением. Сегодня, пожалуй, это первая подобная ситуация. Но мы видим, что даже один против всех вполне может пройти. Забирает шайбу парни в голубом. Перевод на синюю линию. Можно бросать и очень долго затягивать здесь броском защитник сборной Сибири. Это, как понимаю, это был Андрей Завадский. С катанием у него полный порядок. Вот здесь показал, что тоже вполне способен доставить шайбу до ворот. Борьба в нейтральной зоне. И очень активен нападающий звена второго у сборной Урала. 1-0. 1-0. Потрясающий бросок удается на сей раз 14-му номеру. И это Александр Степанов. Он забивал вчера, он забивает и сегодня. Бросок с кистей. Пожалуй, одно из главных достоинств в игре этого парня. Вчера он это вполне показал при игре в большинстве. Ну и здесь, даже не смещаясь. Бросок в дальний угол, разумеется, отмечаем и борьбу от партнера возле борта. Затем сам подобрал шайбу нападающий Степанов, сместился в центр и в результате забил. Вахмянин, разумеется, поучаствовал. Александр Степанов, номер 14. Объявили только Степанова, но я думаю, что Вахмянин, ну, в любом случае, даже если он балл вдруг не получит, то надо иметь в виду, что его роль в этом взятии ворот тоже существенна. Александр Степанов, уроженец города Серпухов, как я уже говорил в трансляции накануне, сегодня играет по-прежнему здорово. Буквально первый же момент именно для его звена, и он оказывается использованным. В остальном, конечно, пока шансов для взятия ворот немного. Но здесь быстрая атака, передача, бросок в дальний угол, и очень неточным он получается. Коваленко зону закрыл, однако продолжения в этой атаке он не нашел. Хотя и отправил шайбу в сторону у ворот. Ответы вне игры. Да, здесь неудачно оставил шайбу за спиной партнер этого парня. Но, в принципе, взаимодействие у Фраса, что в звене третьем, что во втором, было на протяжении этого турнира весьма неплохим. Сергей Валерьевич Холозилин, который возглавляет эту команду, был вашему вниманию только что. И, разумеется, в принципе, старт его команды был неплохим сегодня. Мы видели хорошее давление, мы видели подключение защитников, мы видели броски, мы видели подключение к атакам раз за раз. Но все-таки пока пробить вратаря не получается. Доставляли шайбу, да. Были трудности у соперника, безусловно. Но все-таки пока вот такой один неочевидный момент возник у сборной Урала, и он оказывается голевым. Еще один ответ. Обратную сторону атака и потеря тем временем. 2 в 2. Можно попробовать убежать. А ведь это лидеры команды. Сокольский 1 в 1 не обыграл. Ух ты, падение. И для него 2 минуты, да. Перестарался Иван. Подтолкнул соперника возле борта. И в результате посмотрим мы на большинство сегодня. Большинство для начала сборной Сибирского федерального округа. Да, толчок, правда, был. Здесь призывают болельщиков дать энергии этим ребятам, но я думаю, что парни молодые, в них энергии и эмоций вполне много еще. Хватит на самом деле многих из нас. Но сейчас все-таки такая эмоциональная поддержка для команды Сибири необходима. Поскольку большинство, и в том случае, если забить удастся, то это, на мой взгляд, вполне логичное завершение вот тех самых атак, весьма продуктивных, которые были сегодня чуть ранее.
В зоне расставились. Передача проходит. Вновь Завадский. И его бросок низом. На сей раз уже блок. Подбор за партнером. И тут же бросок с разворота. Постарался Клементий Щербань. И в результате все-таки шайбу соперники вынесли. Но смотрите, сыграли команды буквально 30 секунд. И за это время уже были попытки бросков и от нападающих, и от защитников с синей линии. Гашилов прорвался. В сторону ворот направил шайбу, но в створ не попал. 1 в 1. Курьянов. Красиво. Передача. Привалов пытается обыграть. И до конца сражается Егор. Но понятное дело, что соперники знают, кто против них выходит. И прежде всего против этого парня будут играть пожестче. Привалов с неудобно переводил шайбу. Не прошел пас. 55 секунд еще на реализацию лишнего остается. Не закончена борьба. И своевременно подкатил здесь защитник. Помочь партнеру. Это Чернев был. Однако шайба не прошла на него. Открывается вновь защитник. Нужен бросок. Пока его нет. Передача. Целая серия передач. И разыгрывают до конца именно до Привалова. Вот это было вполне читаемо с самого начала. И говорил о том, что, как правило, если Привалов на льду в большинстве, то завершает именно он. Здесь передач было многовато. И по ощущениям даже не хватало лишних передач в целом. Бросал, да, но низом не очень сильно шайбу направил в сторону ворот. Как раз потому, что именно последний пас немного подкачал. Либо изначально по исполнению передача была не самой лучшей, либо же произошло касание у соперника, например, конек, а может даже и клюш. Появляется и вторая спецбригада во главе с Родионом Казанцевым. И именно он шайбу подбирает. Казанцев, передача, и сколько же соперников перед воротами. Есть бросок, есть добивание. Очень активен Корзин. Слишком близко стянулись по ощущениям к воротам ребята из Сибири. И им даже самим пространства не хватило. Хотя, по идее, играют 5 на 4. И пространства должно быть много для этих ребят. Но нет. Еще один заброс. Казанцев налево. И соперники шайбы явно вынесут из зоны. Это и произошло. В полном составе играет сборная Урала. И по большому счету, кроме, наверное, броска Завадского и броска Привалова, ближе к концу этого большинства мы ничего и не видели. Еще разок шайба перед воротами. Но к этому, разумеется, раз за разом готов и вратарь Соколкин. Доточил шайбу до чужой зоны в очередной раз Вахмянин. С контролем у его звена сегодня полный порядок. Может быть, не хватает моментов, но все-таки именно они забили. Буквально, наверное, с первой же, хоть сколько-то опасной и по-настоящему голевой ситуации. Пимен. Подобрал шайбу Александр, в зону вошел. Нашел партнера и здесь уже пытался Мурашев забить. Неудобный, да, шайба была далековато от его крюка, но он тянулся. Эти ребята играют до конца. Тем более финал. Здесь кто бы против тебя не выходил, настраиваться лишний раз не нужно. Это касается любого уважающего себя спортсмена. Хороший пас под синюю линию. Можно в зону войти. Есть ход, есть бросок, и шайба залетает в ворота. 1-1. Как кажется, это было неожиданно. И, наверное, с этим броском вратарь должен был справляться. Но у Владимира Корзина свои планы. Так, стоп. Или смотрите, это Фролов. Хотя на шлеме семерка, а на спине 11-й, да. Забивает именно Тимофей Фролов. 11-й. Так что 1-1 на спине, 1-1 и здесь, в этом матче. Вход в зону и тут же бросок с кистей. Причем без сопротивления, без рикошетов. Чистейший выстрел в дальний нижний угол. И да, не справился и правда на сей раз вратарь. Такое бывает. Нужно это проходить. Филимошкин и Пырин поучаствовали во взятии ворот. Так что отмечаем этих парней. Пытаются быстро ответить здесь ребята в белом. Не получается забить, хотя шайба дошла, в принципе, до ворот. Получается, Фролов сравнял счет примерно минуты за 2, может быть, чуть меньше, до окончания периода.
Но ранее мы видели потрясающий гол в исполнении 14-го номера сборной Урала Александра Степанова. Наверное, там, на мой взгляд, Вахмянин поучаствовал, потому что он выиграл борьбу. И если бы не его вступление вот туда, как раз в единоборство в чужой зоне, возле борта, то, кто знает, вообще дошла бы шайба до партнера или нет. А так дошла. 75 секунд до окончания первой трети этого матча. Ну, в целом, наверное, на гол, конечно, Сибирь наиграла, безусловно, но на такой ли, вот не знаю, потому что были и более очевидные моменты, было и большинство, а здесь бам, вход в зону. Но это скорее урок для сборной Урала, что вот даже так запускать одного человека на чистом льду в чужую зону просто нельзя. Потому что сегодня в первом периоде это уже привело к взятию ворот. Разумеется, гол в раздевалку всегда приятно для той команды, которая забивает. И в свою очередь настроение вот у этих парней, у сборной Сибирского федерального округа должно быть соответствующим. Да, пропустили. Но если мы берем игру в формате 5 на 5, да, наверное, в целом период, то Сибирь не проиграла в любом случае, возможно, даже была активнее. Не беру голевые моменты, вот такие прям стоящие. Но по движению, по контролю, по активности, по броскам в створ, я думаю, что Сибирь как минимум не хуже, а то и лучше. Полтавчук вошел в зону Никита, но пока партнеры ему не помогают. Вот пытается уже и с Исой побороться, и делают это весьма успешно, как ни странно. Полтавчук пошел дальше, оставляет за спину Новохмянина. И Андрей до конца сражается с партнером. Но шайба вышла из зоны, и здесь 2 в 1. Покатили ребята в голубом, передача, можно бросать, и есть бросок от Привалова. Это всегда опасно, тем более на последних секундах. Вахмянин, перевод на правый край. Степанов пошел в зону, бросил низом, и рикошет. Рикошет, который не позволяет доставить шайбу до ворот. И тем самым у нас фиксируется вот такой ничейный результат по итогам первого периода. 1-1 на гол этого парня Александра Степанова. Чуть позднее, ближе к концу периода, ответил Тимофей Фролов, нападающий из 4-го звена. И заметьте, что из топ-6 и в одной команде, и в другой пока не забивает никто. Равный счет. 1-1. Наверное, все-таки пока Сибирь действует поактивнее. И, возможно, даже на этот гол, пускай немного неожиданная, команда наиграла. Смотрим самые яркие фрагменты этого периода, тем более, что есть что вспомнить. Вот такие эпизоды с доставкой шайбы до пятака были постоянно в начале этого матча. И, конечно, прежде всего, работы хватало у вратаря под 25-м в белом. Это Сергей Соколкин. Справлялся вроде бы долгое время здорово, успешно, но в конце все-таки пропустил. И смотрим за тем, как в основном по его воротам броски производились. Тот же Привалов, но все-таки именно парни в белом смогли счет открыть. Александр Степанов смещается в центр, бросает неотразимо, и этим кистевым броском он открывает счет в матче. 1-0 примерно в середине первого периода. Ну, не знаю, добавит ли пас, конечно, Вахмянину, но он боролся. Если бы не он, то, скорее всего, этого броска бы даже не было. Затем большинство мы наблюдали. Броски Привалова, броски от того же Завадского были. И не самое, наверное, в целом продуктивное большинство, несмотря на эти броски. А после бам! И забивает Тимофей Фролов. Длинная передача. В результате поучаствовали в голе Пырин и Филимошкин. Ну и забивает нападающий под 11-м номером. Это было крайне неожиданно. А под конец еще и шанс у Привалова. Так подставлял клюшку и пытался переправить шайбу, оказавшись буквально уже перед вратарем. И я думаю, что он понимал, времени мало. И здесь не стоит как-то тянуть с этим решением. В любом случае, пока ничья. 1-1, отдыхаем и затем вернемся в эфир. Всем доброго времени суток. Меня зовут Сергей Бобровский. Я воспитанник хоккейного клуба «Металлург» Новокузнецк.
большим праздником. Хочу поздравить жителей города Новокузнецка с таким знаменательным событием. И пожелать всем ребятам, всем участникам успехов, получить удовольствие от соревнования и самые лучшие эмоции. И самое главное, без травм. Всем успехов, всем удачи. Азии из Миннесоты. Я Кирилл Капризов, воспитанник Новокузнецкой хоккейной школы «Металлург», нападающий Миннесоты Вайлд, чемпион уникальных 15 году. Горжусь тем, что родился в Новокузнецке, и очень рад, что в эти дни родная для меня арена принимает за сильнейших юных хоккеистов азиатского континента. Сегодня для вас первые международные старты, а завтра вы сможете выступать в лучших лигах мира и представлять свои страны на Олимпийских играх. Пусть для каждого из вас игры в Лиге Азии станут началом больших побед. Всем успехов, удачи, только вперед!
Ну что, до конца перерыва остается буквально 6,5 минут. 6,5 минут на то, чтобы вам разогреться перед следующим периодом. 6,5 минут, чтобы подготовить себя, свои ручки. Можно будет обязательно в следующий период запускать волну. Все сектора, которые меня слышат, мы с вами будем запускать волну, делать это мощно, шумно и громко. Если что, 9-й сектор, мы начнем с вас. Вы будете первыми, кто запустит волну, сделают максимально. Да. И дальше пойдем. 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 сектора. Шуметь будет очень громко. Команды возвращаются. Точно так же и болельщики возвращаются на трибуны, чтобы поддержать свои любимые команды, чтобы кричать за них, шуметь, давать им свою поддержку. Международные зимние игры «Дети Азии» приветствуют вас в Кузбассе, дорогие гости. Также на матче присутствует губернатор Кузбасса Цивилев Сергей Евгеньевич, министр спорта Кузбасса Мяус Сергей Анатольевич и глава города Новокузнецка Сергей Николаевич Кузнецов. Продолжаем следить за финальным матчем в рамках хоккейного турнира на вторых международных зимних спортивных играх «Дети Азии». После первого периода счет равный 1-1. И если до начала матча кто-то считал, что Урал явный фаворит, то на самом деле вы ошибались, потому что в первом периоде сборная Сибири сыграла очень достойно и смогла ответить на пропущенную шайбу. Да, разумеется, первыми забили парни в белом. Это сделал Степанов с передачи Вахмянина. Опять же, на мой взгляд, с передачи Вахмянина. Но ближе к концу этого отрезка Фролов сумел ворваться в зону просто как ракета и бросил в дальний угол с кистей.
Безусловно, наверное, ту шайбу должен был брать вратарь, но не получилось. И в результате счет стал равным 1-1. В сумме 15 бросков по воротам, 9-6 пока в соотношении таком. Небольшой перевес есть у сборной Сибири, между прочим. И это вполне очевидно, потому что был очень качественный старт, было хорошее движение. И шайба раз за разом, пускай, может быть, не в самых опасных атаках, но все-таки доходила до вратаря. И это необходимо отмечать раз за разом. Здесь сошлись два 19-х номера. Пимен в белом и Курьянов в голубом. Напомню, опять же, что сборная Урала играет сегодня в белом, сборная Сибири в голубом. Привычные вполне по текущему турниру цвета. Пас в центр, попытка прохода в зону Щербаня. В любом случае, неплохой вход получился. Но пока 17-й обрабатывал шайбу, пока перекладывал, его успели накрыть. Смена. Я думаю, что вы слышали как раз эти слова от кого-то из тренеров. Но, скорее всего, здесь уже пожелания от обеих команд. Тройки Казанцева и Гашилова появляются прямо сейчас. Фраз адресует шайбу через ближний борт. Я так понимаю, в первом периоде появлялся Роман Фраз в двух звеньях. И в тройке Казанцева, и в тройке Харионова. По крайней мере, вот такие ощущения были, потому что он где-то был с одними, где-то и с другими. Не исключено, что именно он сыграл больше всех среди нападающих. Еще один ход в зону, передача, бросок низом, нарушение правил. Впереди еще одно большинство для сборной Сибирского федерального округа. Здесь уже включили музыку рановато на самом деле. Пас на синюю, подключение защитника Волкова. Игра в формате 6 на 5. Привалов. Смещение Егора вперед, передача, и здорово он все делает. Пожалуй, если бы, скажем, на этом месте, куда пришла шайба, был игрок с правым хватом вроде Привалова, я думаю, он мог бы и забить. Ну а так получилось, что Казанцев был леворукий, и ему переправлять было банально неудобно. Вот так именно на развороте он ворвался в зону. Роман Фраз, имею в виду, и как раз на нем правила нарушили. Нарушение правил второе сегодня. Андрей Мамай наказан на 2 минуты. И с экскурсией в штрафной блок отправляется прямо сейчас. Вот любопытный момент, потому что в первом периоде, что во втором у Сибири очень качественный старт. Вновь Привалов, смещение, передача на ворота, опасный эпизод. Шайба летит где-то перед вратарем, но за линию не заходит. Помогает Моисеев, один из защитников, играющих в большинстве, но все-таки пока шайба не доходит до вратаря. Контроль, впрочем, остается у Сибирского округа. Завадский. Перевод направо. Вновь Андрей с шайбой. Смещение в сторону правого борта. Еще один бросок. В первом периоде он бросал именно в большинстве. И был у него очень хороший момент, который он сам себе и смог создать, по сути. Здесь уже не получилось. Завадский назад. И пошла постепенно смена, я так понимаю, у этого защитника. Да, он поехал меняться. Фраз уже на льду. Роман в зону ворвался. Пас на правый борт. Возврат на вершину. И смещение постепенно пошло от защитника Волкова. Еще один бросок. И пока шайба доходит до вратаря, но пробить его не получается. В обратную сторону Степанов. Почему нет? Может себе позволить. Тем более есть шанс. Есть еще и поддержка Валентина Расторгуева. Вот так мы видим, что даже в меньшинстве есть возможности и время подтянуть спокойно именно в чужой зоне. А быть может даже и бросить ворот. Почему нет? Быстро вернулись в чужую зону парни из Сибирского округа. Пас направо, можно бросать. Передача пошлась неудобно. Еще один раз пытаются угрожать чужим воротам эти ребята. Но все-таки в основном Соколкин надежен. И в первом периоде, несмотря на то, что он пропустил гол, который, на мой взгляд, не должен был вообще заходить, в целом, конечно, работы было много. И он справлялся очень достойно. Выбрасывают шайбу защитники сборной в белом, и довольно успешно они это делают. В полном составе играет команда Урала. 5 на 5, и позади в этом периоде уже 4 минуты. Проброс, я так понимаю. Есть повод задуматься у Романа Ильича Хлевского. Потому что пока его команда играет явно не на максимуме возможностей. Вот так Фраз переводил, и с неудобной, ну вообще, конечно, должен был завершать момент его партнер. Отчасти простил Харионов. Плюс и сам бросал в дальний угол Фраз. Так, ловушку-то выставлял неплохо. Голкипер сборной Урала.
Но самое главное, что его команда смогла выстоять. Это уже полдела. Бросок низом. Подбор за 11-м. Это уже центр первого звена. Напомню, что в первом периоде забивали Степанов у Урала и Фролов у Сибири. Все это в равных составах, но было, конечно, еще и большинство. Нужно построже действовать ребятам из Урала. По крайней мере, контроль-то вроде бы у них был, но заметьте, что, как правило, все эти броски идут от борта. То есть ничего опасного пока, ну или сверхъестественного, не происходит. Вывод шайбы из зоны, не более того. Пока очень уверенно владеет шайбой ребята из Сибири. Вновь проход в чужую зону, по крайней мере, через вброс. Тоже неплохо это делает Пырин. Пас через закругление. Доходит шайба до другого защитника. И в результате зона не закрыта. Пропустили шайбу эти парни. И отвечает уже номинально звено второе во главе с Лавром Гашиловым. Вчера Гашилов уже забивал. Я думаю, что в Перми за этим игроком вполне следят. Тем более, что парень очень талантливый, воспитанник именно Молота. Но в последнее время играет в Екатеринбурге. Является одним из лидеров команды по своему возрасту. Не стал рисковать Конников. Отыгрался назад. Это кажется, что довольно тихо на трибунах. Моментов немного. И игра вполне спокойно проходит. На самом деле, я думаю, что игроки очень переживают. И те, кто уже на льду, и те парни, которые пока находятся на скамейке. Пауза здесь из-за проброса. Моментов и правда немного, но это связано как раз с тем, что где-то команды перестраховываются, не рискуют и, как правило, входят в зону не через контроль, а через вброс шайбы. И, соответственно, уже первыми, как правило, на ней оказываются соперники. Моментов очень мало. Ну, такая тенденция напрашивалась, в принципе, и по ходу первого периода. Я думаю, что вы заметили, как много зрителей сегодня на трибунах. Это здорово. Не прошла передача, но шайба таки добирается до вратаря. Такой бильярдный пас получился. Позади в этом отрезке уже более 6 минут. Пока без серьезных угроз, кроме, наверное, броска в большинстве. От того шанса, который был у Харионова. В дальний верхний метил на сей раз уже Михаил Хабаров, защитник четвертой пары. Прострел в сторону ворот не проходит. Пока все по периметру. В основном все по периметру. Но, разумеется, отсюда будет довольно проблематично какие-то угрозы создать. Падение в нейтральной зоне. Все в рамках правил, по мнению судей. Перехват своевременный, неудобный. Можно бросать. Есть бросок. Тут же подбор за партнером. И в очередной раз мы говорим о том, что все-таки броски у сборной Сибири с более близких дистанций. Например, вот здесь. Это уже Корзин. И он же катит дальше. Но таки удалось зафиксировать шайбу вратарю. Очень непросто. Да-да-да, ваша поддержка нужна. К тому же сегодня присутствует президент Международного комитета «Дети Азии» Максимов Владимир Владимирович. А также... Глянем еще раз. Вот какая передача классная, проникающая в свободную зону. И, разумеется, сам Корзин открылся здорово. Шел до конца. Чуть ранее его партнер бросал с неудобной руки. Это был уже Родион Казанцев. Взаимодействие в этой тройке вполне неплохое. От вас, болельщики, требуется поддержка! Поддержка нужна, разумеется. Выигрывает вбрасывание Никита Харионов. Дальний наброс. Не проходит шайба после броска от Абсалямова. Однако помогают партнеры. Они сражаются. Здесь и Герб здорово играет, и Харионов. У всех хорошее движение. «12:45 до окончания второго периода. Счет все еще равный. И был он равным и к концу первого периода. Равный пока и конкретно во втором. Но разница в том, что голов здесь еще нет. Будут ли, кстати, пока тоже вопрос хороший. Потому как на самом деле моментов маловато. Но опять же, как и в первом периоде, к голу на старте ближе именно сборная Сибири. Но мы-то помним, что первый гол в матче был на счету команды Урала. Не самый очевидный эпизод, но я думаю, что на это и обращал внимание тренерский штаб сборной Сибири, потому что очень высокий уровень мастерства общекомандный у сборной в белом. И вот как раз Александр Степанов, который прямо сейчас на льду, это показал в первом периоде. Харионов, передача не проходит, но он сам идет дальше.
Ух ты, падение и нарушение правил, я так понимаю. Удаление у сборной Урала за блокировку. Хотя, возможно, именно по удалению в конкретной команде я и не прав. Давайте глянем. И да, конечно, это нарушение правил со стороны Никиты Герба. И в любом случае в такой ситуации так ошибаться не знаю. Но это юность скорее. И через это нужно проходить, нужно это переживать, делать выводы. Не то чтобы из своих ошибок, а именно из своего опыта. Большинство. В прошлом матче в большинстве эта команда забивала. И делала это весьма красиво. Мурашев наверх. Хороший контроль. Гамзаков еще левее шайбу отправляет, но Сокольский доставить ее до ворот не сумел. Пимен продолжает навязывать борьбу. И заметьте, как отправляется глубоко в зону защитник Андрей Мамай. Сегодня это вполне привычная тенденция для игроков обороны и той команды, и другой. Не получается бросок. У 13-го вновь на льду лидеры. И Пимен, и Мурашев, и Сокольский. Все эти ребята являются главной, наверное, грозой чужих ворот именно при игре в большинстве. И особенно при игре в большинстве. «11 минут до окончания второго периода. И примерно через минуту, возможно, повторюсь, возможно, завершится большинство. Но не исключено, что и немного раньше. Для этого необходимо забить сборную Урала. Пока, впрочем, был контроль неплохой на старте этой двухминутки. Но в остальном пока ничего интересного. Вот Мурашев прошел здорово, и он уже не первый раз сегодня накрывается в зону. Причем перед ним двое, трое, четверо, не имеет значения. Он идет смело, он никого не боится, и шайба вылетела. Так, так. А вот не нарушение ли правил? Вот в чем вопрос. Похоже на то. Вот на самом деле на этом турнире не так часто сталкиваюсь с подобными ударениями. Выброс шайбы, да, и 5-3 на протяжении 35 секунд. Удаляют здесь защитника ключевого Андрея Завадского. Перестарался. Хотел как лучше, но получилось не очень. Такое тоже бывает. Играет на ошибкой альтернативного капитана. Итак, 5-3. Рахманин выбрасывание все-таки выигрывает при помощи партнера, и помогает уже Александр Степанов. Полтавчук смещается немного выше и бросает сам Никита. Бросает в дальний угол, но среагировал вратарь. 20 секунд остается. Полтавчук пока не рискует, едет дальше и еще раз бросает сам верхом. Причем уже опустился на щитки вратарь. Но отчасти повело, что шайба пошла выше. Полтавчук налево. Пора уже рисковать. Полтавчук. Еще один бросок в его исполнении. Вот приходится именно его фамилию называть, потому что, как правило, контролирует шайбу именно он. Еще раз бросает он. Шайба перед вратарем, под ним, и звучит свисток. 4-5 дальше. Но уже после паузы. Поддавили. И понимает Никита, что сделал, наверное, не все, что мог. Был момент, пожалуй, при первом броске наиболее опасный, когда верхний угол был открыт. Но, в принципе, именно к его броскам атака в большинстве и свелась. То есть мы не видели ничего. Вот здесь, наверное, самый острый шанс, да. На синий уже посмотрим за действиями Михаила Гамзакова. Именно к нему шайба и прилетает. Переводит на левый борт. И на реализацию лишнего примерно 72 секунды остается. Времени все равно очень много, тем более для такой мастеровитой команды. Бросок низом. И с позиции защитника заряжает Лавр Гашилов. Не получается пока никак. Ну и на самом-то деле, я думаю, что здесь вопросы прежде всего к ребятам, которые играют в белом. Они ничего не придумывают сверхъестественного. Движения серьезного нет. И, как правило, все сводится именно к броскам от вершины, от одного и того же человека, от защитника. Сначала это был защитник Полтавчук, теперь Гамзаков. Глобально ничего не изменилось. Так, можно шайбу перехватить. Хватит ли скорости? Нет, не хватило. Хотя добавлял вроде бы неплохо Андрей Курьянов, но успеть к этой шайбе первым не сумел.
9:25 до окончания периода. И 47 секунд еще на реализацию лишнего остается. Пас на вершину. Гамзаков переводит налево в круг вбрасывания. И дальше Гашилов пытался ее принять. Не получилось. Вновь перехват на скорости, разумеется. Как умеет, проходит здесь Клементий Щербань и бросает в дальний, но не точно. 27 секунд. Гашилов. Хороший вход в зону. Сам пытается обыграть. Обыгрывает и бросает низом с неудобной. Вот, пожалуй, сегодня самые острые моменты, которые вообще возникают у сборной Уральского федерального округа, связаны с индивидуальными проходами. Не с комбинациями даже в большинстве, а именно с тем, что один человек тащит шайбу, обыгрывает всех подряд. В данном случае им был Гашилов. Вот поднять шайбу должным образом не сумел. Останавливает шайбу на всякий случай Соколкин, помогая своим партнерам чуть быстрее начать атаку. Но времени, конечно, именно на большинство остается совсем немного. Бросок, тем не менее, мы увидели. Не самый опасный, но, скажем так, для статистики больше игроку бросавшему и вратарю, который принимал бросок на себя, это скорее было. Без клюшки уже Завадский, он вышел со скамейки штрафников и пытается помочь команде шайбу отвоевать. Не получилось. Перехват. Атака в обратную сторону. Вахмянин, передача и рикошет. Это было опасно. В тот момент, как раз когда уже, казалось бы, ничего острого не произойдет, вдруг пас и бам! Рикошет едва не привел к взятию ворот. Ух ты, жестко. И вновь без клюшки остался на сей раз уже защитник Артем Пырин. Играть можно. Полтавчук. Центр пас не прошел. И дальше пытается уже помочь именно нападающий Прохор Ашихмин. Вот сегодня мы часто отмечаем действия ребят четвертого звена. Морозова, Расторгуева, Ашихмина, но все-таки нужно об этом говорить. Бросок, гол, 2-1. 2-1, сборная Урала выходит вперед. И не зря только начал отмечать Филиппа Морозова и его тройку. 2-1 на спине у него. 2-1 в этом матче в пользу его команды. Упустили этого парня, у него было много времени и достаточно пространства, чтобы ситуацию оценить и бросить. Бросил-то он здорово. Выиграл борьбу Расторгуев. И смотрите, что на него тоже никто не выкатывается. Он улучшает позицию, он идет в сторону центра зоны. И затем уже делает передачу. Я думаю, что как раз фактор того, что остался без клюшки, здесь защитник Пырин и сыграл свою роль. Колоссальную роль. Пас великолепный, ну и завершение 12-го номера тоже заслуживает вашего внимания. Поэтому 2-1. Вновь, несмотря на очень непростой старт второго периода, первый гол отрезка за авторством сборной Урала. Шайбу забросил Филипп Морозов, номер 12. Ну и Морозов забивает примерно в середине этого матча. Но команды уже перевалили за середину. 2-1. Тут, конечно, разгромом даже и не пахнет. Ну, даже если предположить, что в дальнейшем вдруг что-то произойдет, и, скажем, 2, может быть, 3 шайбы вдруг Сибирь пропустит, это ведь вообще не по игре. И я думаю, что сегодня ничего еще не ясно. Не проходит пас на Сокольского. Перехват сборной Сибири. 1 в 1 пытается обыграть абсолютно всех здесь нападающий Харионов. И, в принципе, он это сделал. Он шайбу доставил до зоны. Это уже неплохо. Так, нарушение правил вновь. И как бы здесь до драки дело не дошло, потому что есть вопросы у Урычева. Но я так понимаю, его и удаляют, потому что контроль-то был у его команды. А возможно, кстати, и обоюдно, скажем, за грубость. Потому что здесь оба пытались подраться, да. Удаляют в итоге и 22-го. Это вновь Никита Герб, кстати. А вот что по Урычеву, да. И капитан этой команды тоже удален. Много пауз сегодня. Немного нетипичная игра для такого турнира. Команде Уральского федерального округа Иван Урычев, номер 15.
В команде Сибирского федерального округа Никита Герб, номер 22. Собственно, да. Урычев и Герб наказаны на 2 минуты каждый. И посмотрим на игру в формате 4 на 4. Вот даже интересно, кому больше пойдет на пользу, потому что хватает ребят интересных в одной команде, так и в другой, которые могут пройти на скорости, обыграть. Вот это все. Вот, например, Гашилов, пожалуйста. Вошел, обыграл, передачу выполнил, и шайба могла вполне зайти. Даже без броска, больше за счет рикошета. Ответ. Пас в центр проходит. Как и, в принципе, сам Егор Привалов. Он тоже ворвался в зону и тоже в свободную зону, но затем уже не получилось шайбу сохранить. Так, Исаев 1 в 1 пытается обыграть. Оставляет шайбу для Гашилова, а там уже трое соперников. И, несмотря даже на это, контроль все равно у парней в белом. Очень классно действует Гашилов. Шайбу укрыл корпусом, пошел до конца. И Исаев сражается здесь. Вот в меньшинстве, вернее, даже не в меньшинстве, а 4 на 4. Они понимают, что есть пространство и нужно этим пользоваться. Бросок верхом. На сей раз не дрогнул вратарь сборной Урала, в отличие от того, что было в конце первого периода. Вот так, бам, смотрите, красиво. Мы сегодня видели уже, как вратарь отражал шайбу даже головой. И такое бывает в хоккее. А теперь еще и подобные фокусы наблюдаем от вратаря сборной Урала. Ух ты, еще один момент. И посмотрите, как шайба отскочила и оказалась перед Романом Фрасом. Но он воспользоваться этим шансом не сумел. Фрас тоже один из лидеров команды, который выступает за Омский Авангард. 20 баллов набрал на сегодняшний день в первенстве России по региону Урал-Западная Сибирь. Отмечал, что Казанцев лучший бомбардир, следом за ним Харионов. Чуть ниже как раз ребята вроде Фраса и защитника Моисеева. Да, Моисеев набрал на уровне Фраса 20 баллов. Это говорит о многом. Но, в принципе, здесь более-менее ровная команда по цифрам. И разве что только как раз Харионов и Казанцев немного выделяется. Но Тимофей Фролов, который отличился в первом периоде и смог сравнять счет, является одним из лидеров и лучшим снайпером Новосибирской Сибири. Тоже по региону Сибирь-Дальний Восток. Контроль сохраняется. Моисеев, пас на правый борт. Вновь Моисеев принимает. Передача в глубину. Она, в принципе, прошла, но сохранить шайбу не получилось. Максим Моисеев вперед, неплохо, с неудобной. Это передача в итоге и бросок по пустым, по сути, воротам, но завершить атаку взятием ворот не получается. Вроде бы эти парни все ближе и ближе, ближе и ближе. Но никак не идет. Где-то здорово играет вратарь. Где-то им банально не хватает точности при этих бросках. Но где-то и фарт, конечно, у соперника тоже играет свою роль. Без этого никуда, безусловно. Полный состав, и передача прошла, в принципе, на как раз нападающего Никиты Герба, который появился. И он мог убежать. Он убежал, да, только вот без шайбы. И я думаю, что, как правило, вот подобные игроки, которые выскакивают со скамейки, они посматривают, а нет ли там игрока, который может сделать передачу. Здесь так практически и произошло. Прострел низом. Подключение еще одного игрока. 4:30 до конца периода. Напомню, что это финальный матч в рамках хоккейного турнира среди ребят до 16 лет, который проходит на вторых зимних спортивных играх «Дети Азии». Сибирь против Урала. Быстрый вход в зону вновь. Смещение в центр. Дальше вошел нападающий. Бросок в ближний угол. Неплохо угрожает раз за разом Герб. Потом пару раз отдохнул на скамейке штрафников. Сил набрался, вышел и готов забивать. Но пока не получается. Броски в створ ворот. Коллегам большое спасибо. 14-17. Вот такие цифры пока. И небольшой перевес сохраняется по-прежнему у сборной Сибирского округа. Но, пожалуй, он немного сократился в сравнении с тем, что было по ощущениям в первом периоде. Это уже Мурашев и его бросок. По традиции выдержал паузу и сумел найти более выгодную ситуацию для броска. Кстати, в этом сезоне
Всего-навсего за 10 матчей Герб сумел забить 4 гола за Сибирь. Очень много брака, вроде бы есть желание, движение, хороший вход в зону, но затем уже комбинаций не хватает. Вот прям не хватает, и вся игра сводится к действиям поодиночке. Но это хоккей 15-летних. К этому нужно быть готовым и самим игрокам, и зрителям. Со временем опыта парни наберутся. Вот такая передача. И да, конечно, момент голевой. По-настоящему Фраз был перед пустым створом и должен был завершать. Но даже в створ ворот не попал. Вот так немного забегая вперед, я думаю, что если предположить, что сегодня победит сборная Урала, то парни из Сибирского округа могут винить только сами себя, потому что сегодня они объективно лучше, они быстрее, они активнее, они больше бросают по воротам. У них было большинство неоднократно сегодня, но они просто не пользуются своими шансами, вот и все. Урал больше здесь на опыте, на мастерстве на каком-то. Очень спокойно моменты ищут и забивают. Передача, и на дальнюю штангу шайба проходила. По крайней мере, казалось так визуально. 3-3 атака ребят в голубом. Еще один классный вход в зону. Привалов низом реагирует вратарь. Привалов первый на подборе. Отправляется в угол. Шайба идет на синюю линию. А там уже столкновение, но, похоже, в рамках правил. Досталось в том числе и нападающему Артему Конникову, игроку второго звена команды Уральского федерального округа. Шайба перед воротами. Есть бросок, но не самый опасный. Перевод на синюю. И как же хладнокровно сыграл Завадский. Бросает сам. Добивание необходимо, но его нет. И просто восхищаюсь местами атакующими действиями вот этого защитника Андрея Завадского, потому что не побоялся. Очень спокойно отыгрался с бортиком и сумел бросить. Как и здесь классный бросок, но и сейф тоже заслуживает вашего внимания, ваших аплодисментов. Егор Мазейкин, браво. Но, разумеется, и Дмитрий Исаев тоже сыграл здорово. Вот, пожалуй, два ярких эпизода в одной зоне и затем в другой. Классно. Ну и на публику, разумеется, так оттянул. Почему нет? Продолжается борьба за 2 с небольшим до окончания второго периода. Очень много стало банально выбросов из зоны, но именно не на проброс, а очень осторожно. И прежде всего даже от сборной Сибири. Неплохо поддавил на сей раз уже и Степанов, который не позволил быстро пройти нейтральную зону соперникам. Перевод в центр чужой зоны. Войти-то получилось, но не более того. Играть можно. Забрасывает шайбу дальше Вахмянин. Но продолжение тоже мы не видим. Корди наставление на партнера. На скорости прорывается дальше и Родион Казанцев. И бросает сам с острого угла. Казанцев, там же партнеры, пытаются они добавить вдвоем. Опасно, еще один момент. И даже в падении уже буквально ныряют за этой шайбой ребята, представляющие Сибирский федеральный округ. Вот так. Неплохой пас по мысли, да, наверное, и по исполнению, но больше в коньки шайба пришла, нежели в клюшку. И как будто Никита Герб не был к этому готов. Позицию занял, а передача пришла для него, была какой-то неожиданностью. Пауза. Так. Вот вопрос, что же произошло. Возможно, не игры. В таком случае вбрасывание будет в нейтральной зоне. Да, видимо, так и есть. Команды проводят смену. Видимо, тройки Харионова и Гашилова, номинально второе звено Сибири и третье у Урала, будут завершать этот период. Но в теории, конечно, еще возможно команды поменяются по разу. Но смотря как атаки будут развиваться, если они вообще будут. Ашихмин. Перевод налево. Шайба не сразу на таки дошла до партнера. Исаев. И вот довольно интересная тройка. Здесь, получается, вместо Конникова появляется Ашихмин. Означает ли это, что уже пошли перестановки? Или же просто кто-то не успел поменяться? Ну, хотя вроде бы смена была, по идее, у этих ребят только что.
Ну, в третьем периоде за этим необходимо, разумеется, посмотреть. И зачем же поторопился Дакисаев? Ну, у меня только одно объяснение. Потому что его уже поддавливал соперник. И было необходимо хоть куда-то двигаться. А получилось так, что вблизи была зона. Он туда и пошел, и в результате это вне игры, потому что партнер не успел выйти за синюю линию. 13 секунд шума должно сейчас быть. 3, 2, 1. В нейтральной зоне еще одно вбрасывание. На самом деле сегодня нечастое явление, но в концовке этого периода, как правило, мы видим продолжение игры именно из этой зоны. Последние 5 секунд пошли. Поддавили ребята из первого звена сборной Урала, но Пимен до шейба не добрался, и в результате звучит свисток. И как следствие, плюс еще и сирена, которая фиксирует пока что победу во втором периоде для сборной Урала. И по итогам 40 минут тоже, потому что мы увидели гол в исполнении Морозова. Очень классная комбинация произошла в четвертом звене. Морозов, Расторгуев и Ашикмен сыграли здорово. И вот, пожалуй, именно эта тройка не так часто вообще угрожала чужим воротам сегодня. Но во втором периоде они свой момент нашли, они его и использовали. Самые яркие моменты смотрим, разумеется, было и большинство. Были вот такие моменты, когда вратарь пытался шайбу зафиксировать, но отражал ловушкой. И вот, наверное, самый острый эпизод при участии звена третьего. Никита Харионов, далее Гордин. И опять же, что и в первом периоде. Эти парни, представляющие Сибирь, были ближе к голу. Они были активнее, они чаще бросали поворотом. Но именно они и пропустили. Здесь уже потрясающее хладнокровие, во-первых, от Степана Расторгуева. Ну и своевременная передача на Филиппа Морозова. Он уже был один, он ждал, дождался этой передачи и забил, поразив пустой створ. Как следствие, 2-1 в пользу сборной Уральского федерального округа. Были шайбы после этого, разумеется, и возле ворот Урала. Но раз за разом вытаскивали вратари, были вот такие яркие сейвы. Так что пока 2-1 в пользу сборной Урала. Отправляемся на второй перерыв. Всем привет, я Дмитрий Орлов, воспитанник Новокузнецкого металлурга. Конечно, как воспитанник и родился в Новокузнецке, я всегда рад находиться в своем родном городе, всегда по возможности летаю в окончании сезона, когда, так как была больше моей жизни прожить там, я там рос, вырос, много дал мне город и хоккейную школу металлурга, что это всегда для меня честь, и я всегда помню для родины. И сейчас, конечно, в Кузбассе уделяется особое внимание развитию физической культуры и спорта. И, конечно же, большая честь принимать на Кузбасской земле вторые зимние международные спортивные игры Дикой Азии. И я не сомневаюсь, что эти масштабные состязания пройдут на высочайшем уровне и станут настоящим праздником для спортсменов, болельщиков и, конечно же, тренеров. Поэтому я хочу пожелать всем удачи. Самое главное, чтобы все цели, к которым они шли, осуществились, потому что это большая проделанная работа на сборах, это всегда нервы, стресс, и, конечно же, это всегда нелегко, поэтому главное верить в свои силы и доверять своим тренерам, родным, которые вас поддерживают. Так что всем удачи! Всем привет, меня зовут Илья Сорокин, я воспитанник Междуреченского и Новокузнецкого хоккея, ныне вратарь национальной хоккейной лиги команды «Лед Алита».
Дорогие друзья, в этом году наш регион стал столицей международных спортивных игр «Дети Азии». Сегодня вы часть этого масштабного проекта, который объединяет спортсменов и все спортивное сообщество азиатского континента. Хочу вам пожелать успехов, отличных результатов, и пусть победит сильнейший. Удачи нашим спортсменам. Смотрю, болельщики.
Ну что, до начала периода остается 4,5 минуты. 4,5 минуты, чтобы вам занять свои места, чтобы вам разогреть свои голоса, разогреть свои ручки, передать пятюню добра соседу. Увидели кого-то? С собой дайте ему пятюню теплую, хорошую. Кузбасс принимает гостей с самых разных стран и со всей России. Самое главное, покажите свое гостеприимство, покажите, как вы умеете поддерживать свои любимые команды. Покажите все, на что вы способны, Новокузнецк. Через 3 минуты финальный, завершающий период этого финального матча. Сделаем этот финал легендарным. Команды возвращаются на арену. А это значит, что совсем скоро все решится. И поверьте, дорогие болельщики, вы можете внести свой вклад в каждый сектор. Давайте проверим прямо сейчас готовность всех секторов. Первый сектор, пошумите! Второй! Третий! Четвертый! Пятый! Шестой! Седьмой! Восьмой! Во время второго перерыва здесь на трибунах этого замечательного дворца спорта в Новокузнецке ведущий призывал болельщиков сделать финал феноменальным, легендарным, незабываемым. И не знаю насчет зрителей, но в любом случае игроки сегодня делают это с самого начала. 2-1. Очень упорная битва сегодня. И ребята из Урала и Сибири продолжают по-настоящему рубиться во всех смыслах этого слова. Пока что минимальный перевес. И только этот человек по фамилии Морозов, зовут его Филипп, сумел сделать небольшую разницу по счету. Был очень красивый гол при участии Степана Расторгуева. Один поборолся, но, разумеется, там сыграла роль еще и то, что был без клюшки защитник Артем Пырин. Так или иначе, что в первом периоде, что во втором, старт был заметно лучше и агрессивнее как раз у сборной Сибирского федерального округа. И я думаю, что, вспоминая, что было в этих отрезках, есть высокая вероятность того, что и сейчас заметно активнее будут ребята в голубом. Так ли это? Узнаем прямо сейчас. Игра продолжается. Забирает первое выбрасывание здесь ведущие игроки у сборной
Сибирского округа. Напоминаю, что это Привалов, Курьянов и Щербань. Плюс Завадский и Гтошников. Против них Мурашев, Сокольский, Пимен, Коваленко и Урычев. Неудачная передача, но по идее должен доработать ногами здесь нападающий Мурашев. Он это и делает, идет до конца и, по крайней мере, позволил своей команде побороться. И не позволил сопернику, в свою очередь, уже быстро перейти из обороны в атаку. Но это не мешает нападающему Привалову. Он сам смещается и сам бросает, реагирует в очередной раз голкипер Соколкин. С неудобной через ближнее закругление. Шайба выходит, ну, по крайней мере, не из зоны, но вот ближнему игроку. И дальше уже только один человек потащил ее вперед. Это Александр Пимен. И посмотрите, ведь перед воротами есть партнер. Удивительно, что никто не помешал здесь, я так понимаю, Гашилову так уверенно пройти к воротам, возможно, даже их бросить. Удивительное дело, но на самом-то деле там был шанс. И здесь тоже был шанс уже в обратную сторону. Какие моменты возникают раз за разом именно возле ворот сборной Урала в начале каждого периода. Позади первая минута этого отрезка, и она получается очень насыщенной. Вновь дальний бросок. И вновь пытается добавить уже после отскока защитник Максим Моисеев. Очень яркое начало, очень яркое, это здорово. И это настраивает нас на то, что и дальше подобные эпизоды будут возникать. Они и возникают на самом деле. Отскок можно бросать, и это был прекрасный шанс для Романа Фраса. Вспоминая период второй, он вполне мог там забивать. Был перед ним уже пустой створ в одном из эпизодов, но попасть не получилось. А здесь уже больше скорее и соперники постарались, не позволив тому быстро шайбой завладеть. Контроль остается у его команды. Корзин пытается обыграть и вроде бы обыграл, но шайба уже была далековато. Ух ты, это красиво. Швикмин 1 в 1 пытается дальше пройти, пока не позволяют ему это сделать. В последний момент сумел доработать Даниил Волков, защитник третьей пары. Я думаю, вы слышите, что «Сибирь, Сибирь!» кричат болельщики. И, кстати, довольно много здесь во дворце спорта кузнецких металлургов. Это радует. Радует, что, в принципе, много зрителей, что они стараются вести себя довольно активно и вполне дружелюбно. Я думаю, что есть публика, которая поддерживает и ту команду, и другую в том числе. Проброс. Сыграли 2,5 уже в этом периоде довольно быстро, динамично. И хватает голевых моментов, причем у одних ворот, у других тоже. Вот тот самый шанс для Фраса. Причем вроде бы даже успевал за ним Исаев, и он подбивал клюшку. Но бросок-то был, и здесь тоже был. И здесь был. Это шанс уже, который чуть ранее имел нападающий Привалов. Пока не везет. Но активность, конечно, была предсказуема. И я думаю, что если так продолжится и дальше, уж не знаю, пропустят ли эти парни, но забить должны точно. Впрочем, пропустить тоже вполне. Потому что уровень мастерства у соперника очень высокий. И мы видим сегодня, что даже одного-двух моментов за период хватает для того, чтобы забить. Вот моментов именно голевых. Не просто бросков откуда-нибудь с периметра, с синей линии, нет. А именно хороших таких голевых ситуаций. Наброс. И фиксирует шайбу Сергей Соколкин. Здорово сыграл вратарь. Прочувствовал момент и видел, что шайба уже шла в сторону краски. И в результате родившийся в Екатеринбурге вратарь сумел ее зафиксировать. Вот со временем, возможно, доберется и до автомобилистов. Кто знает. Тем более, что я думаю, вот в этой позиции как раз помощь автомобилисту и нужна в ближайшие годы. Ну, посмотрим. Пока, по крайней мере, он играет на самом деле в команде из Екатеринбурга, но в Скайоности. Но я думаю, что и автомобилист со временем тоже попасть способен. Кто знает. Нарушение правил. Да, очевидный эпизод, когда пошла клюшка под коньки. И Климент Щербань наказан малым штрафом. Неприятный момент. Вот сегодня на самом деле вроде бы и моментов в большинстве не так много у Урала. Но ведь чем больше подобных шансов, тем банально выше вероятность того, что эта команда рано или поздно забьет. И при текущем счете разница уже составит 2 гола. Вы понимаете, что это по такой игре большой разрыв. Не то чтобы он огромный, но внушительный, по крайней мере. Лавр Гашилов
Шайбу подержал, передача, Исаев. Смотрит на синюю, делает перевод. И мощнейший бросок защитника. Шайба перед вратарем, под ним, за ним. Но все-таки он ее прижимает. До конца сражался здесь Масейкин, он большой молодец. Гамзаков там, конечно, прикладывался прилично. Все-таки поменялся. Да, посмотрите. Очень классный бросок. Подготовленный, сильный, точный. Тоже игрок, который играет в Екатеринбурге, но именно за спартаковец. Я так понимаю, как раз СКА Юность относится именно к системе СКА, по идее. Но, кто знает, возможно, рано или поздно и за родную команду именно в КХЛ. Тот же вратарь, о котором я уже говорил, сыграет. Еще раз пытаются быстро пройти нейтральную зону номинальные гости. Они это делают. Мурашев остановился, голову поднял, посмотрел. Пошел сам дальше, понял, что здесь ловить нечего. И стоит идти на правый борт. Оттуда он вполне может забить. Пас налево. Сокольский. По идее, именно Сокольский и разруливает в этом большинстве с точки зрения передач. Но вот на синий Коваленко тоже действует неплохо. Смещение, бросок низом, добивание есть, но оно не самое опасное. Хотя зону-то закрыли. Зону закрыли, и здесь уже здорово действует Александр Коваленко. Передача, бросок низом, и хорош вратарь. Плюс ко всему там еще и полевые помогают. Досталось, очень досталось Масейкину. Причем так непонятно, насколько серьезно все это было для него. Но в любом случае здоровье Егору. Самого крепкого. Самое главное, чтобы он продолжил встречу. Смотрим еще раз. Передача и бросок. По идее, даже здесь свой игрок, а именно Артем Пырин, подталкивал на пятаке нападающего. И в результате вот так все произошло. Даже это был не нападающий, а защитник Иван Урычев. Что вполне логично. Габаритные защитники очень часто оказываются перед вратарем, чтобы закрывать обзор в большинстве. И вот в такой роли используется Урычев в составе сборной Урала. 32 секунды на реализацию лишнего остается. Шайба выскакивает и таки забирает ее все равно парни в белом. А что здесь? А здесь выброс. Очень здорово удается в последнюю секунду отработать одному из защитников сборной в голубом. 27-19 по выигранным выбрасываниям. И здесь Сибирь тоже лучше. В первом периоде был разрыв, во втором сохраняется. Ух ты, и это сейф. Я так понимаю, шайба дошла до вратаря. Он даже потерял равновесие. Возможно, еще не успел до конца прийти в себя Масейкин после того столкновения. Но он сегодня в любом случае один из героев. Сосоев здорово играет. А, опять головой, вы посмотрите! Он вновь отразил шайбу головой. Сильно. Я, честно говоря, даже и не вспомню, когда последний раз был матч на любом уровне, чтобы дважды вратарь или, скажем, вратари отражали шайбу головой. Не один раз, а минимум два. В полном составе играет Сибирь. И шансы повышаются на успех. Но пока, для начала, необходимо хотя бы отыграться. А там уже посмотрим. Перехват в районе красной линии. Шайба не проходит на партнера, проходит на соперника только. Через правый край пытаются свою атаку развить ребята из Сибирского округа. Сегодня по краю они проходят довольно успешно. Казанцев за воротами, ищет варианты, передачи не прошла. Сохраняет Волков, бросает сам в ближний угол, но попадает в своего же полевого игрока. Корзин, наброс ближний, ух ты. И вот показалось, что вроде бы не самый очевидный бросок, не самый сильный, может быть, и низом, но в тот момент, когда вратарь, по идее, ближний угол не прикрывал. Но в последний момент все равно успел переместиться здесь. Соколкин и сыграл потрясающе. Исходя из тенденции первого периода, я думаю, что теперь мы увидим еще больше бросков из любых позиций. Вот есть шанс, есть коридор, стоит бросить. И говорю прежде всего про сборную Сибирского округа. Урал больше действует на контратаках и пытается за счет своего мастерства где-то проходить и дрожить шайбой. А вот как раз эти ребята из Сибирского, они из любой позиции. Есть шанс, надо бросать. С другой стороны, вспоминая гол, который был в первом периоде, ну, почему нет? Вратарь трогнул у соперника, поэтому есть смысл так и дальше рисковать. 13-33. Вот такие цифры
замерли на таймере. Времени по хоккейным меркам еще очень много. Этого мало. Вы слишком тихо скандируете. 3, 2, 1. Выбрасывание в зоне номинальных хозяев. И она остается именно за Сибирским округом. Но тут же Гашилов вступает в отбор. Помогает ему Исаев. Гашилов поднимает шайбу наверх. И это уже защитник. Полтавчук, передача и бросок. Неплохо. Заряжал на сей раз Ашихмин. Я так понимаю, да, пошли изменения, которые я отмечал по ходу второго периода. Потому что Ашихмин появляется в звене номинально втором. Вот так. Но с другой стороны, учитывая, что Расторгуев и Морозов даже без него забили, наверное, где-то это сработало. Тем более, что игру нужно освежить. Вот даже одной перестановкой в четвертом звене все равно команду стряхнуть можно. Самое главное — делать это своевременно. И у Романа Кулевского это, видимо, получилось. Игра непростая, очень непростая. И, на мой взгляд, конечно, она проходит даже при преимуществе территориальному сборной Сибирского округа. Но пока эта команда уступает. Можно играть, но пас пошел в никуда. А точнее даже на крюк соперника. Андрей Курьянов был этому только рад. Щербань, передача, можно бросать, и с разворота заряжал Привалов. Вот в первом периоде, конечно, и в равных составах, и в большинстве Привалов был заметен. У него были хорошие проходы, индивидуальные броски из самых неочевидных позиций. Но в остальном пока не то чтобы он играет плохо, его накрывают. И пространство его не дает, понимая, что бросок у парня в порядке. Александр Коваленко, защитник первой пары на ваших экранах. Его отмечал действие я и сегодня, и накануне в полуфинале. Родился в Челябинске, играет именно за Трактор по своему возрасту. Игрок довольно габаритный. И 15 лет, получается, уже ростом под 190. Это здорово. Корзин пошел до конца, и нарушение правил. Судьи не щадят никого. Есть такой полумомент, где можно зацепиться. Да, сразу удаляют. И это шанс для сборной Сибири. Глянем еще раз. Это момент, который был у Корзина. И как раз его зацепил соперник. Да. Ну, вполне очевидно, кстати. Вот на повторе это видно. И Тимофей Чернев будет малый штраф отбывать. Даже интересно, что ему решили показать. Ну да ладно. Самое главное, что на льду происходит. А здесь мы видим дальние броски. Прежде всего от защитников. И уже не первый раз сегодня именно в большинстве заряжает Даниил Волков. Казанцев поборолся. Пас направо. Фраз. Посмотрел ситуацию, оценил, скинул на синюю. Вновь Фраз. Передача налево. Можно бросать. И это прострел. И шайба заходит в ворота. Владимир Корзин. 2-2. Я думаю, что абсолютно никто не будет спорить, что к этому все шло. Абсолютно вся игра, как правило, разворачивается в зоне Уральского округа. И Сибирь должна была этим воспользоваться. Нам показывают капитана команды Родиона Казанцева. Но я так понимаю, забил даже не он, а Корзин, который был перед воротами. Да, разумеется, это именно гол 7-го номера. Он переправляет шайбу в ворота и делает счет равным 2-2. Классная комбинация. Поддержка огонь, но игра сегодня еще лучше. Казанцев в любом случае хорош. Показывают его. Ну, возможно, забил, кстати, и он, если не было касания Корзина. Казалось, что 7-й номер, партнер по звену, по крайней мере, переправлял. Он пытался это сделать. И вот все-таки сегодня набирает свой балл и Фраз. Корзин, конечно, да. На повторе это четко было видно. Поэтому Корзин автор гола, Казанцев и Фраз авторы результативных передач. Получается, примерно на отметке 9-й минуты в этом периоде гол состоялся. Ну, вообще, конечно, что в первом периоде, что во втором, что в третьем, примерно к середине каждого отрезка команды раскачиваются, и мы видим взятие ворот. Пока в каждом периоде есть хотя бы один гол. Выброс шайбы из зоны. И вот теперь я думаю, что
минимум риска будет. Он просто будет минимизирован до нельзя. Вот насколько это вообще возможно. Потому что в такой игре, в финальной, где все понимают, что одна ошибка может очень дорого стоить, лучше все-таки не рисковать. И лучше построже, поосторожнее. Через центр, далее передача, бросок, ух ты, едва она не зашла. Это было красиво, это было быстро. И мог Максим Моисеев, защитник, переправить шайбу в ворота. Хороший пас по мысли, но он перехвачен, однако до конца сражается и нападающий Филипп Морозов, который сегодня забил. Вот пока его усилия особо не поддерживают партнеры. Не хватает, пожалуй, действий от лидеров команды, потому что тройки Сокольского и Гашилова сегодня пока не отличались. Вот лидеры сборной Сибири наконец-то забили. Урала, наверное, пока этого не хватает. Шайба остается в игре. 9:40 до конца третьего периода. И пока мы говорим только так. Потому что вполне игра может перейти в овертайм. И тем более, что на этом турнире овертаймов и серии буллитов было достаточно. И более того, как я уже говорил, были овертаймы с участием команд, которые выходили в полуфинал. 25-19 по броскам в створ. Сибирь по-прежнему впереди. Ну и, наверное, по игре примерно это мы наблюдаем. То есть есть не глобальный, но небольшой перевес, который не меняется. Вот каким он был с самых первых смен этого матча, таковым он остается сейчас. Вот и все. Моисеев сражается до конца. Жесткая борьба. Сокольский, передача. На синий раскатывается уже дальше. Вдоль линии пошел защитник Мамай, но шайбу у него отобрали. 2 в 1 полетела сборная Сибири. Передача не прошла. Перехват. И еще один. Сколько потерь. И скорее даже не потерь, вы знаете, а именно хороших действий на перехвате в своей зоне, в чужой. Не имеет значения. Пимен бросает сам низом. На месте вратарь сборной Сибири. Мурашева показывают, но по идее бросал Александр Пимен, я так понимаю. 8,5 минут до окончания третьего отрезка. Очень напряженная игра. И это то, чего, наверное, все и ждали сегодня. Финал, как ни крути. Вот прострел, да, и не знаю, касался ли шайбы защитник, но желание переправить, наверное, у него было. Продолжается игра. Смогли забрать здесь точку ребята в голубом, но пока шайбу из зоны особо-то не вывели. Да, только через сброс, ну, скорее всего, пауза, конечно. Здесь проброс. Короткие отрезки пошли. И вот сейчас, я думаю, что и вратари, скажем, если шайба будет до них доходить, не будут рисковать. И тогда мы увидим множество пауз. Плюс ко всему, где-то будут команды чуть поддавливать. И чтобы не отдавать шайбу на крюк соперника, лучше через сбор. Да, проброс, но так команда избежит опасного момента. Причем в этой же смене. Бросок с кистей. Очень много сегодня бросков из-под защитника. И, как правило, по этой причине они не точные. То есть вот нам показывали цифры по броскам. Я думаю, что по 30 за игру в створ наберется, но в сумме, наверное, раза в 2 больше. Еще один такой же и опять же с дальней дистанции. Вновь не точно. А Шикмин продолжает появляться в звене втором. Но вот, кстати, не исключаю, что с Артемом Конниковым что-то произошло, потому что вроде бы выходил в первом периоде. Был в предыдущих матчах. Но, возможно, опять же, просто незаметно появляется. Такое тоже возможно. Чернев. Вперед. Далее Ашикмен. Но вот пока войти в зону получается, но без серьезных угроз. Ответ Гордин с кистей. Еще один неточный бросок. Сколько же их сегодня? Мне кажется, вот таких кистевых с дальней дистанции, из-под защитников, в принципе, из-под соперников неточных очень много. Привалов не рискует. Отдает шайбу назад. Ну и пошел уже ответ от другой команды. С низом неплохо. Проход вновь успешный. И был бросок. 7 до конца. Мурашев.
Один Егор пошел вперед, бросается. Ух ты, здорово! Егор Мурашев 3-2 в пользу сборной Урала. Вы посмотрите на этот потрясающий бросок с кистей. Вау! И, наверное, глядя на последние атаки и у одной команды, и в другой, примерно к этому все и шло. Вот именно к такому голу. Голу отчасти неожиданному, но забил тот человек, у которого уровень индивидуального мастерства просто высочайший. Остается 6,5. Лидер команды сказал свое слово. В полуфинале забивает и здесь важнейший гол. Причем вчера он забил в меньшинстве. И тоже классный бросок с кистей. Вошел. Из-под защитника прямо над ухом у Масейкина шайба пролетела. В порядке. Просто в порядке. И на самом деле я уже отмечал, что вероятнее всего этого парня мы будем наблюдать и в МХЛ. Отмечу, что он играет за Ханты-Мансийск. Так что, скорее всего, в Мамонтах Югре мы его увидим. И еще один гол следом. Буквально через 10-15 секунд влетает и четвертая шайба в ворота сборной Сибири. Я так понимаю, это дубль для Александра Степанова. Для кого-то удивительно. Но на самом деле, вспоминая и полуфинал, вчера тоже в нужный момент, в самом начале матча, забили эти парни 2 гола с очень коротким интервалом. Великолепная передача. Дмитрий Исаев просто герой. И он сделал такой пас, что вратарь даже не видел, где шайба. Он даже не дернулся. А Степанов уже был готов к броску. Принял шайбу и забил. У него сегодня дубль. Вот, возможно, сегодня с него все началось, и мы закончится. Шайбу забросил Александр Степанов, номер 14. Но так вроде бы только-только забила сборная Сибири. И буквально через 3-4 минуты бам! И 2 гола подряд в обратную сторону. Опять же, это не какие-то классные позиционные атаки. Это, во-первых, индивидуальное мастерство лидера команды, игрока первого звена. И, во-вторых, потрясающая передача в тот момент, когда вратарь уже просто был отыгран. Вот и все. Но теперь, я полагаю, еще больше движения мы увидим от сборной Сибири. Потому что рисковать нужно, но пока Исаев заряжает и своей команде шансы оставляет голкипер Масейкин. Егор Привалов. Вот кто, если не он. Он вполне может игру переломить. Сокольский шайбу потерял, падение, но, скорее всего, чисто да. Здесь судьи, на мой взгляд, очень здорово забрались. Потому что подкатил сам игрок сборной Сибири и потерял равновесие. Волков набирает скорость постепенно. Защитник третьей пары действует очень классно. В зону вошел, пошел дальше. Хо-хо! Это красиво. И, разумеется, такая мельница в исполнении Коваленко, я думаю, в хайлайты войдет. Еще один бросок. На сей раз Фраз. Сколько событий. Но я думаю, что это, как бы все ни завершилось, супер достойный финал двух классных команд. Просто у одной уровень мастерства немного повыше. Ответ первого звена. Мурашев открывается. Пимен отдавал. Сокольский катил уже второй волной. И, наверное, был готов, скажем, к добиванию в случае с удачным отскоком. Не получилось. Но здесь самое главное для этой сборной, что команда просто держит шайбу в чужой зоне. То есть, чем дальше от ворот она находится, тем лучше. Все очень просто. Жесткая борьба. Полтавчук доработал. Степанов вновь 2-2. Обратная атака. Можно бросать. А пока мы видим множество передач. Никто не рискует. Ни Степанов, ни Мурашев, ни тот же Полтавчук. Они держат шайбу. Свое дело знают. Ровно 4 минуты на все про все у сборной Сибири. Дальний бросок и зафиксировал шайбу на всякий случай. Вратарь Сергей Соколкин. Роман Игоревич Кулевский доволен, я думаю, последними минутами. Вау, это было красиво. Здесь самое главное без травмы, но после этого мы видели еще и опасный момент, кстати, возле ворот сборной Урала. Но это больше похоже на некий тренд в последние годы. Подобные хиты, скажем, такой же тренд, как и лакросс голы, или голы с отрицательного или нулевого угла. Вполне обычное явление. Вот некоторые ребята, возможно,
Если не ближайшей осенью, то хотя бы через год, получается уже через полтора, в МХЛ подобные моменты будут организовывать постоянно. По крайней мере, хочется им этого пожелать. Хватает очень классных ребят в обеих командах, да в принципе и не только в этих. Напомню, кстати, что сегодня немного ранее прошел матч за 3-е место, в котором сборная Дальневосточного федерального округа оказалась сильнее в игре с Кузбассом. Здесь пока 4-2. Там счет был 4-1. Бросок верхом, шайба шла в ближнюю девятку, но все-таки в очередной раз сработал блок. И помогать вратарю тоже необходимо. Тем более все уже в этом убедились, когда проходят ребята из первого звена Урала. Там броски, возможно, самые опасные. Ну и, кстати говоря, ведь я отмечал, что действий от лидеров не хватает. В нужный момент первое звено выстрелило. Новокузнецк, Кузбасс, это правда максимум, на что мы способны. Ну и в дальнейшем как раз Бахмянин и Степанов, эта связка вновь сработала. Именно они организовали первый гол. В таком же формате Бахмянин отдает, Степанов забивает. Они же сделали это вновь ближе к концу третьего периода, во второй половине этого отрезка. По борту пас не проходит, и здорово дорабатывает Рейсинг Пермин, который сумел шайбу просто продавить из зоны, и этого хватило. Привалов вошел, посмотрел. Передача и отскок неприятный для вратаря, но все-таки среагировал Сергей Соколкин. Ищет любые варианты. Действительно отличные показатели. Залог настоящих юных. Броски есть, активность есть. И я думаю, что в скором времени мы увидим игру в формате 6-5. Но желательно, конечно, здесь хотя бы постараться зафиксировать контроль над шайбой в зоне атаки. До конца 3 минуты. Опять же, за 3 минуты может произойти все, что угодно. Здесь можно как забить дважды, так и запросто пропустить еще. Осторожно отбрасывает шайбу на сей раз Данил Сысоев. От него большего и не требуется. Еще один бросок, и в результате игра остановлена, шайба улетела. Да, пора уже здесь какие-то и тактические наработки новые внедрять в концовке этого матча. Я думаю, что прекрасно понимали и тренеры этой команды, и игроки, что, возможно, придется именно вот так в концовке отыгрываться. И какой-то навал основательный необходим. Сильный вброс. Этого хватает, чтобы хотя бы обезопасить свою команду от быстрой контратаки. И затем уже борьба продолжается в чужой зоне. Такая ситуация вполне устраивает сборную Урала. Вот и ответ. Силовой прием. Довольно успешно, так скорее оттолкнул очень спокойно Гамзаков своего соперника. Но контроль по-прежнему в зоне атаки для сборной Сибири. Бросок не прошел. Блок в нужный момент делает свое дело. Исаев здорово дорабатывает ногами и цепляется. Цепляется как может. Да, борьбу проиграл, но все равно показал, что в концовке нужно биться до конца. До конца, подразумевая каждого эпизода. Пимен вывел шайбу из зоны. Еще одна передача напрашивается. Она проходит на Сокольского, но вот сам уже Иван прорваться не сумел. Пора уже бросать. Например, отсюда. И неужели зашла? Так уже радовался, кстати говоря, даже победно вскинув руки вверх Роман Франц. Но не забил. Выдал желаемое за действительное. Соколкин сегодня провел очень хороший матч, кроме, наверное, первой пропущенной шайбы. Да, тайм-аут. Берет Сергей Валерьевич Колодилин. Пора. Просто пора. Потому что иначе, возможно, шанса подобного уже и не будет. Команда Сибирского федерального округа взяла 30-секундный перерыв. Развязка близка. Я думаю, что пришло время поменять вратаря. Поэтому, скорее всего, Егор Масекин свою сегодня отыграл. Тоже достойная игра. И вот с одной стороны, конечно, кому-то, наверное, хочется сказать, что он не спас в случае с голом
пока победным в третьем периоде, победным для соперника, но не факт, что он видел момент броска, потому что перед ним был свой игрок. Так что это тоже возможно. Соколкин возвращается, с ним все понятно. Как раз сейчас именно у него будет много работы. Ну и да, Масейкин на сегодня все. В любом случае, молодец Егор. Отличный турнир в его исполнении. Итак, 6-5. Трое выстроились в линию. Один чуть повыше и двое на синий. Ну и заметьте, какая расстановка у ребят в белом. Как правило, все игроки располагаются сейчас возле ворот, чтобы шайба не доходила. 1,5 минуты на спасение. И шайба не осталась в зоне. Она скакала, не смогли ее закрыть ребята из Сибири. Курьянов набирает скорость. Андрей уверенно в зону забрался. Необходимо побыстрее действовать, потому что нужно отыгрывать не один гол, а два. Времени немного. Бросок Завадского в дальний угол. Он сегодня был очень активен и очень опасен при этих бросках. Курьянов вновь на вершину. Привалов. Завадский. Ребята из «Авангарда» знают, как отыгрываться в концовках, но пока не получается. Шайба летит в сторону ворот и не попадает. Но это проброс. За 47 секунд, может быть 48 до конца третьего отрезка. Ну, видимо, что настроение хорошее. Даже у той команды, которая проигрывает. Роман Фраст сегодня, ну, наверное, был тем самым парнем, который мог создать необходимый перевес по счету для его команды. Были моменты и во втором периоде, и в третьем, но, увы, использовать их он не сумел. Вновь 6-5. И под бросок, заметьте, выкатывается Владимир Корзин. Здесь главное вчистую выигрывать бросовые. И он это делает. И в результате вроде бы, да, постарался Казанцев. Бросил Корзин, но толком шайба не доходит до вратаря. Еще раз Завадский туда, ее в сторону чужой зоны. И вновь не получается сохранить контроль за синей линией. Один Завадский. Нет там положения вне игры. 27 секунд. Выброс через стекло. Шайба пока остается в зоне. Вот Фраз. Пошел дальше и отбрасываются раз за разом ребята в белом. Можно забить еще вот здесь. И посмотрите, как прыгает за шайбу Исаев. Здорово, конечно. До конца сражается он сегодня в концовке. И будет ли гол? Видимо, будет. Нет, неужели не будет? Нет, не будет. Как это вообще возможно? Непонятно, но в любом случае это не влияет ни на что. Потому что сборная Уральского федерального округа выигрывает сегодняшний матч, выигрывает финал. И, как следствие, эти парни чемпионы хоккейного турнира среди игроков до 16 лет на играх под названием «Дети Азии». Они большие молодцы. Клюшки, перчатки, шлемы, все это полетело в воздух и уже на льду валяется. Они провели классный турнир. Ну и, наверное, при даже том, что очень старались и вот эти ребята, и те, которые ранее проиграли сборной Урала, все-таки уровень мастерства общей команды, он немного выше у уральской команды. И, наверное, в целом победа вполне очевидна. Но и выход сборной Сибирского федерального округа в финал, на мой взгляд, тоже закономерный. Парни провели очень качественный турнир. И прежде всего хочется пожелать вот этим ребятам, которые сегодня выиграли, проиграли, не имеет значения, успехов в концовке сезона. Потому что впереди решающие матчи в своих клубах. Повторюсь, прежде всего, если мы говорим про сегодняшнюю игру, это команды вроде «Авангарда», «Сибири», «Магнитки», «Трактора», «Автомобилиста». Разумеется, Ханты-Мансийской Югры Югер детской команды. Впереди матчи на первенстве России и на финальных соревнованиях весной. Очень много интересного еще предстоит нам посмотреть с участием многих ребят, которые сегодня выходили на лед. Но, пожалуй, главной игрой в любом случае вот именно эти парни в белом. Сегодня они выиграли матч очень непростой в упорной борьбе, но все-таки они оставили его за собой. На этом пришло время прощаться. Командам большое спасибо за игру, причем не только этим, но и вообще всем, которые принимали участие в этом прекрасном турнире. Вам, друзья, огромное спасибо за внимание. Коллегам, разумеется, за работу. Меня зовут Антон Васятин. Всем пока.
Дамы и господа, через несколько минут начнется церемония награждения победителей и призеров вторых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» по хоккею среди команд первого и второго дивизиона. Ladies and gentlemen, few minutes later, we will start award ceremony for winners and medalists the second winter international sports game Children of Asia on hockey among teams of the first and the second divisions. Уважаемые команды, просим вас поставить.